Друзья, добрый день! У нас сегодня интересный разговор с гостем, которого мы долго ждали. И, наконец, он нашел время и сегодня ответит на некоторые вопросы, которые мне хотелось бы задать ему прежде всего как личности, как публичному человеку, как интересному человеку и эксперту в нескольких областях. Я не очень разбираюсь в политике, но, тем не менее, поскольку политика стала частью нашей жизни практически ежедневно, наверное, коснемся и ее. Максим Леонардович Шевченко. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сначала поздравить вас с новой студией. Вы считаете, с этим надо поздравлять? А я считаю, что изменились видео, то есть стало интереснее смотреть, и еще изменилась заставка. Заставка была раньше песня о родине Лебедева-Кумача. Вот это же сейчас предвыборные дела. Да, а сейчас изменилась заставка, то есть все так более динамично пошло, очень интересные дискуссии, стримы. И я хотела бы вернуться вот к песне о родине, да, почему, собственно, вспомнила об этом. В одном из разговоров с журналистами вы сказали, что считаете огромной ошибкой развал СССР. Не могу сказать, что ошибка. Я считаю развал СССР просто трагедией, потому что это была... сильнее. Да, ошибка — это когда хотели, но не получилось. А тут совпадение многих факторов, исторический процесс, ход истории. Это даже не ошибка, это глупость, величайшая глупость. Правящая номенклатура партийная, КГБшная, которая нам там ездила по мозгам, прессовала нас, учила нас социализму, коммунизму, и оказались главными предателями просто, которые все, во что советский народ вкладывал там десятилетия тяжелейшей жизни, моря крови были пролиты ради этого, понимаете, там, какие идеалы, все превратилось в какую-то просто хрень, в какую-то чушь. Главная моя претензия к ним не то, что они там геополитический формат развалили, просто обманули. Просто это мошенничество и обман. Сами они, как мы видим, бывшие партсекретари, секретари обкомов, рескомов, легко стали тиранами, диктаторами. В Средней Азии это же не басмачи там приехали, Каримов, Рахмон и все остальные. Все они были членами КПСС. Все они, как говорится, были руководителями. Рахмон, может, там колхозом руководил, а эти, понимаете, все партийные работники были. И также здесь то же самое. Вы что там, где-то видите Солженицына, Буковского, Щеранского, что ли, академика Сахарова? Нет, все сидит партийно-КГБшная, та же самая номенклатура. В советское время они все друг на друга переженились, детишки их там подросли все. И все они как бы там сидят и легко перешли к капитализму, стали хозяевами всего этого дела. Я не возражаю против того, чтобы люди были там богатыми, понимаешь, что какая-то элита в обществе всегда будет, которая будет выделяться за счет образования, каких-то возможностей финансовых. Какая не элита? Это не элита, это просто жулики, которые решили свои вопросы за счет других. А Советский Союз был огромный потенциал, это был социальной модернизацией. Десятки, сотни миллионов людей были превращены насильственно. Да, насильственно. Учиться всегда заставляют насильно. Ни один ребенок добровольно учиться не будет. Если ребенка не заставлять сидеть за столом, он будет необразованным. Ребенка надо заставлять делать уроки. Так и людей тоже. И народ. Надо заставлять учиться. Любая модернизация, она не бывает добровольной практически. Тем более, если люди вот такой сделали скачок, как советские люди сделали. И вот к 80-м годам это было удивительное сообщество людей, которое ждало перехода на новый этап. Я считаю, новый этап Горбачев, в принципе, все правильно делал. Это была демократия, это была свобода слова, это была попытка совмещения. То есть делал он неправильно, идеи были правильные. То есть совместить социализм, справедливость с демократией, свободой, там, не знаю, возможностью для предприимчивых людей зарабатывать деньги не тайком, как это в советское время было, а открыто. Создать социальное государство современное. Может быть, не готово просто было в тот момент? Нет, просто партноменклатура решила, нафиг им это надо. У них такие возможности, можно стать сейчас Рокфеллерами, Ротшильдами, понимаете, там разбогатеть, ограбить всех, безнаказанно тем более. Снять с себя ответственность эту всю. И, в общем, они это сделали. Поэтому это огромная трагедия, предательство и глупость.
Ну вот- Я при этом не про коммунизм говорю. Да. Я говорю про всю вот эту вот страну большую, с могучим экономическим потенциалом, с могучим человеческим потенциалом, которую бездарно просто все расфукали. Да, научно. Бездарно. Все шло в карман какому-то Абрамовичу, какому-нибудь Дерипаске, каким-то Ротенбергам. Понимаете, все, просто ничего нет. Нету ни школ, ни больниц, ни институтов, ни науки. Ничего нет. Просто вот какие-то, как саранча какая-то. Взяла и просто все сожрала. Что они создали за это время? Ну, разве что Крымский мост построили. Ну, вот это, конечно, большое спасибо. Ну, только по той причине, что у них там курорты просто они себе запланировали. Если бы там не было курортов для них, поверьте, там ничего в жизни построено не было бы никогда. Да, было 15 республик, все это как-то управлялось, люди Нет, даже не в имели республиках общество. дело. Понимаете, это все форматы там. Понятно, что уже после смерти Сталина социализм был чистой формальностью, что эти все придурки типа Хрущева, Брежнева понятия не имели. Вот такое было ощущение, что Сталин им оставил космический корабль. Сталин был жестокий правитель, суровый. Ну вот вы, татары, любите Чингисхана. А Чингисхан был что? По головке всех гладил. Но я не помню правителей, которых можно назвать пушистыми. Да, знаменитая Да. ленинская фраза, говорит, как бы людей, говорит, не человеческая музыка, говорил он про пассионату. По такую музыку хочется людей по головке гладить, а людей по головке надо бить, говорил Владимир Ильич. Это вот, он понимал прекрасно, что человеческий фактор – это важно. Человек сам по себе инертное существо. Человек хочет погружаться в энтропическое небытие такое. Человек хочет жить во сне. Пробуждение – болезненная вещь для любого человека. Даже когда мы просто просыпаемся, вот утром нас толкают, просыпайся, нам не хочется просыпаться. Но во сне ничего не происходит из этой реальной жизни. А реальная жизнь – это всегда проблема. Это надо следить за собой, надо создавать вокруг себя пространство. Это надо заниматься развитием. Вот вы знаете несколько языков, там, понимаете, кто-то вообще говорит, зачем мне русский-то знать? Да нафиг мне это надо, вот деньги есть, заплачу там. Кто надо, придут, там умные люди придут, напишут за меня все. Ну да, Поэтому вот это просто вот бездарно профукали. Это невероятно просто. Вот то, во что вложено было такие ресурсы, вдруг просто взять и вот так вот просто... А почему это все исчезло? Да хрен его знает. Ты знаешь, как-то, Макс, как-то вот просто вот так взяло и само развалилось. Все эти Днепрогэсы, братские ГЭСы, все эти огромные авиапредприятия, заводы, институты. Ничего нет. Все проели, все прогуляли. И еще хватит, еще вот на всю мою жизнь хватит. Еще лет на 30-40 хватит этих богатств. А потом, когда кончится, начнется как бы вся эта правящая элита, их дети уедут туда, за границу. Они уже там деньги все себе подготовили. Да. Народы коренные, я думаю, русский народ вымрет к этому времени уже, потому что они его согнали с коренного пространства его жизни, в города стянули. Почему это сделали? Потому что русский главный революционный фактор. Русское крестьянство был главной движущей силой революции русской, было крестьяне. Они поставили задачу, Чубайс там и так далее, это же умные люди, очень умные, циничные и злые люди. Они говорят, чтобы лишить человека связи с землей, со средством производства, надо уничтожить просто крестьянство. Либо надо решать социальные вопросы села. Это долго, муторно, тяжело. Давайте проще крестьян уничтожим. Они взяли и объявили так называемую реформу о запрете колхозов, совхозов. С какой стати? Они объявили, что какие-то преступные организации колхозы, совхозы, понимаете? Почему это преступная организация? Это кооперативные хозяйства, приносившие доход. Ну вот они их запретили, фактически, распустили. Сразу один из первых указов как был. Таким образом, они лишили огромной массы людей социально-экономической базы для жизни просто. Все же эти деревни, села были полными. Мне казались в советское время они бедными, но теперь я понимаю, что вот, допустим, мама его друга в Тверской области, в деревне Летнего Ромешковского района, в институте, я приезжал к его маме, Коля, она работала на ферме, получала там около 150 рублей, ну там 130. У нее дома было всегда 2 коровы и пара телят, свиньи, куры. Я понимаю, что это очень богатая зажиточная семья была. Да, изба пятистенка, да, туалет там прямо там, где животные был. Ну так и жили, да, такой вот аскетический Тогда это быт. была нормальная Но в целом ситуация. еще огромный огород,
с картошкой. Они не были никакими начальниками. Просто это были колхозники, которые работали. Она вставала в 4:30 на ферму, приходила, там несколько раз работала. В доме всегда был доход, достаток. Всегда И, собственно, животные никто были. не хотел уезжать. Сами на оттуда. это опирались, да. Да. Теперь там ничего нет вообще. Коров нету, свиней нету, вообще нету ничего. И русских нету. Русского народа больше нету. Смоленская область, Тверская область, Рязанская. Все это Ну да, пустыня. пустые деревни, да. Пустыня. Пустые деревни. Есенинские, Константиновы всякие. Ну, Константиново там дачный поселок, там как бы великий поэт свое детство провел, поэтому там разные интеллигенты изображают из себя крестьян, живут. А так в целом ничего нету. А что людям там делать? Любое государство нормальное заботится о создании, о развитии нации. Вот вы, татары, вы живете, вот Ментимер Шарипович, можно ей за что критиковать любую власть. Но колхозы, совхозы сохранены были. И смотрите, татарский народ себя воспроизводит. В Татарстане татарские колхозы, совхозы были сохранены во многом благодаря Шамиеву, его принципиальной позиции. Это значит, что на деревне остались люди, на селах татарских, которые могли там жить, зарабатывать деньги. И сейчас я проезжаю через Татарстан, это богатые села. Ну, Да, не люди везде, живут, да. на одном берегу Волги там победнее, вот на другом, если ехать от Казани, значит, туда в сторону Камы, в сторону Булгар, проезжаешь, там люди живут. А связь с городом есть, да, часть живет в городах, но часть живет в деревнях, и в деревнях есть смысл жить. Слушайте, а во Франции, в Италии не так, что ли? Что маленькие городки, они что, бедные, что ли? Нам тут рассказывают сказки, что все должно как бы исчезнуть, агломерации. Да, серьезно? Вот в Италии, когда я проезжаю городки там в Тоскане по 300 человек, ну что там живут богатые люди, которым государство обеспечило рынки сбыта. Протекционизм, они выращивают виноград, делают вино, и они имеют 3 дотации. Я узнал: местную, региональную, государственную и Европейского банка развития. В итоге мне человек говорит: вот эта бутылка вина, которую я вам продаю за 10 евро, это очень хорошее вино, которое в России стоит 50 евро, поверьте. Мне обходится 80 центов. Вот вам, пожалуйста. Там государство понимает, что люди должны жить, не подчиняясь бесконечным репрессиям, коммунистическим, антикоммунистическим, каким угодно, а должны жить, и государство должно помогать им. Вот хочешь ты жить в этом маленьком городке, в Тоскане, то, значит, государство обязано тебе обеспечить там нормальную жизнь. Ничего там не умирает, все там живет. Там есть А здесь заброшенные мертвая места, пустыня. но, да. Они сожрали, правящая верхушка сожрала эту страну. За редким исключением. Национальные регионы выживут, скажу честно. Вот Татарстан выживет, там, Чеченская республика выживет. Ну, потому тоже что не там все. люди держатся за свою землю. Народы малочисленные, ну, татары народ большой, но по сравнению к русским все равно малочисленные, 6 миллионов. Держится, важно для вас, фактор там, вот я схожу там из Лаишевского района, допустим, да, человек может закончить Оксфорд, Ель, там, МГУ, знать много языков, а для него это важно. Это корень, это вопрос самосознания. Потому что этничность, она не в крови, она не в генетике, она в голове находится. Вот как человек себя считает, ощущает свою связь, а у русских это все отобрали. Я считаю, по русскому народу нанесен удар, от которого он уже никогда не поднимется. Городское население – это вообще другое, это люмпины. Это абсолютно смесь. И еще они города заполняют миллионами мигрантов. Еще они в города... Я ничего не имею против этих ребят. Кыргыз, таджиков, узбеков. Ну, как говорится, тоже они не от хорошей жизни родину свою оставили, сюда поехали. Но смотрите, в Москве работают кто? Жители Средней Азии работают. Москвичи, жители... Не берут. У нас вот из Владимирской области в Москву ездят на работу. Они неохотно принимают россиян. За россиянина платить Налоги. надо социальный налог, пенсионные там отчисления, еще что-то, еще что-то. А тут приезжает раб, покупает там патент за 20 тысяч с обзяткой, с экзаменом, который, не зная русского языка, его сдает. Прав особых нет. Дальше ему говорят: вот тебе буду $500 платить, а 200 ему заплатят. Он что, в суд пойдет, что ли, а протестовывать? Не, будет рад, ну, может, там поворчит. И они все это заполняют. Это будет смесь. Люмпинами легко управлять, люмпинами легко манипулировать. Люмпины подчиняются медийным манипуляциям, финансовым манипуляциям, микрокредиты, общество потребления. Давай, покупай, машина, квартира, все, стиральная машина, холодильник, покупай. Ну, да.
Деньги где брать у людей? Денег нету. А вот мы вам дадим в долг, пожалуйста, вот микрокредиты. Это рабство. Да, конечно. И на Поэтому этом сидят. и манипуляция сознанием. Делай бабки, какой-нибудь Моргенштерн поет, делай бабки, делай бабки. Политика это плохо, да и политикой чего не заниматься? Все ясно, вот оно ядро, вот он КПРФ, вот они эти монстры одни и те же в Думе сидят. Да, все, занимайся только своей частной жизнью. Все, если человек занимается своей частной жизнью, он кукла. Им легко управлять, им легко манипулировать. Есть такое мнение, что наша территория, большая российская территория, это на самом деле три, ну, можно сказать, разных государства с точки зрения менталитета, отношения к жизни, предпринимательству, образу жизни и, в конце концов, даже климату. Ну, то есть есть, допустим, Зауралье, Сибирь, Дальний Восток, середина, да, наш центр, и юг страны. То есть я как-то общалась с психологами, и они говорят, что это вот психологически, даже если мы рассматриваем этих людей, да, живущих, допустим, на юге, в центре страны и Сибирь, это очень разные люди, очень разные отношения к жизни. То есть разный менталитет, разные правила сосуществования. Как вы думаете, есть такое, Нет, такое мнение? государство у нас одно, а точнее, я могу сказать, государства у нас никакого нет, потому что государство это некая структура, которая, по крайней мере, опирается на закон. Никакой закон в России, конечно, не соблюдается, кроме закона питерских улиц, как нам рассказал Владимир Владимирович Путин. Говорит, мы выросли на питерских улицах. Мы знаем, что такое улица. Я хоть и не питерский, но улицу я, как говорится, тоже немножко в своей жизни застал. Не как, конечно, казанские пацаны, которые росли в серьезной ситуации войны уличной. Но это что, законы? Это не законы, это понятия. Закон – это когда ты приходишь в суд, и суд судит не потому, что ты больше денег занес судье, а потому что по закону и по логике справедливости так. И ты можешь это опротестовывать потом. А когда журналистов не загоняют, не объявляют иноагентами, не объявляют врагами, а статья, которая опубликована в независимой прессе, о чиновнике-коррупционере, она становится поводом для прокурорского расследования или расследования парламентского. Вот что такое государство. А то, что мы видим, это ни хрена не государство. Это Ост-Индийская компания, некая структура, целью которой эксплуатация полезных ископаемых оккупированного, побежденного, разрушенного Советского Союза. Они это называют государством. И государство мы еще должны только построить с вами будем. А общность есть людей вообще вот на нашей Общность территории? есть, но это остатки советской общности. Это инерция. Это и инерция советской общности, потому что что общего, что связывает жителя Дальнего Востока с москвичом? Железная дорога, авиаперевозки и некий миф о том, что это вот одна как бы государство. Ну, поверьте, там люди так, они просто не формулируют по-другому. Ну, вот, допустим, мой прадед был министром наркомом образования Дальневосточной Республики. Понимаете, там в 20-е годы. Поэтому, ну, всякое бывало в нашей истории. Я выступаю за единство, безусловно, нашей территории. Я считаю, я противник сепаратизма во всех его видах и считаю, что это недопустимые вещи совершенно. Но при этом я сторонник максимального разнообразия, федерализма и максимального регионального разнообразия. Я считаю, что каждый регион должен иметь возможность принять свою конституцию. Вот у Татарстана есть конституция, и, допустим, у Удмуртии. А у Удмуртии, наверное, тоже есть конституция. Вот и у Владимирской области должна быть своя конституция, и у Смоленской. Хотят принимают, не хотят не принимают. И каждый регион это важный субъект. И федеративный договор это договор между всеми этими субъектами. И жители этого региона не должны жить как рабы, которые ожидают подачки от господ из Москвы. Вот у Татарстана забирают 80% всего, что Татарстан производит. А почему это надо делать так? Бюджетное правило это омерзительная грабительская система. А потом выделяют на социальные, значит, нужды какие-то гроши. А если строптивый глава региона, парламент строптивый, то как с Хабаровским краем поступают? Ничего выделять не будут саботировать. Так действует не государство, так действуют колониальные системы по эксплуатации территории. Пока они действуют 30 лет, идет убыль населения, вымирание населения, гибель страны, уничтожено все. Только эти богатеи, хозяева, нажираются нашей кровью, нашим мясом, живут они отлично. Я очень хорошо знаю все слои общества, поверьте, общался с разными людьми разного достатка. А у них все очень хорошо, они создали себе микространу. Надо говорить не о государстве. Разные страны у нас. Люди живут в разных странах. Есть страна Барвиха.
Барвиха-Виллидж. Ну, вы, наверное, бывали там, да? И если не бывали, съездите. Я вот всем говорю, посмотрите просто, как живут люди. Какой В там... этой стране. В своей стране, да. Там все отлично. Там высоченные заборы по 7 метров там высотой, понимаете, на ограждающие великолепные участки. Ну, я никогда не завидую человеком состоятельному, ради бога. Если это не украденные у народа деньги, а заработанные. Человек создал какое-то производство или какое-то научное открытие. Человек имеет право и быть в достатке, передать своим детям этот достаток. А откуда, допустим, у человека, который 20 лет работал там депутатом, такие имения стоимостью там, в десятки миллионов долларов? И там все как бы другое. Там великолепные дороги, там прекрасные больницы, лучшие школы, дорогущие. Там клиника EMC, понимаете, где 2 дня полежать, там 100 тысяч долларов будет, 100 тысяч евро будет стоить. Там, ну, такие цены. Это реально очень хорошая клиника. Навального можно было вообще не везти в Германию. Привезли бы в Москву, в EMC. Есть такие дорогие клиники с лучшими врачами Европы, мира, где, наверное, Чичваркин ему в Москве бы мог оплатить это все, понимаете, там и так далее. А есть другая страна, есть Москва, есть окраины Москвы, есть глубинная Россия, есть Кавказ, есть Поволжье, есть Сибирь, есть Красноярск, где люди в черном дыму задыхаются, потому что зимой вся эта сволота правящая, значит, зарабатывает бабки на том, что они сами себе продают уголь угольным ТЭЦ, которые отапливают. Газ не могут провести в Красноярск. Там черная зима, черный снег каждую зиму. Как и в Кемерово, как и по всем сибирским городам. Они жмотятся газ провести для своих людей. Они себе проводят и как бы в Германию гнать немецким господам. Für deutsche Herren, sie haben immer Gas. Keine Probleme. Для немецких господ у них всегда найдется газ. Проблем не будет. А для нас нет. Поэтому это не государство. Нет тут никакого государства. Это по-прежнему черная дыра, которая возникла после распада Советского Союза. И конституция, и законы, и суды, и силовые структуры. Так у бандитов тоже есть силовые структуры. Пойдите там что-нибудь на какой-нибудь территории каких-нибудь воров в законе или бандитов, нарушьте правила торговли. К вам тоже придут, знаете, с силовыми структурами. Но я еще думаю, там может еще и как бы порядочности будет больше, чем здесь. Поэтому вот все внешние атрибуты, герб, гимн, армия, толпы силовиков, еще никакого государства не гарантируют и не обеспечивают. Поверьте. Государство еще мы будем строить, граждане, когда мы себя ощутим гражданами. Конечно, если дома сидеть, как поросшие мхом грибы, понимаете, и думать, что от меня зависит, ничего не зависит. Вот, ну, тогда, конечно, какое вам государство? Тогда вы просто будете в небытие времени, в песок вечности уходить там и будете сидеть, куковать. Как муха в янтаре. Вот жила какая-то муха 1 000 000 лет назад где-то, да, там, на территории Балтийского моря стояли, очевидно, сосновые какие-то леса, древние сосны. Попала муха в янтарь. И вот так же и вы останетесь в янтаре, через 1 000 000 лет будут думать, жила какая-то страна там, что-то было, какой-то Гагарин там, говорят, летал, что-то еще было. А что сейчас? А ничего, просто там газ добывают, да лес оставшийся вывозят в Китай. 3 плюса советского периода СССР как государства. 3 плюса, которые с учетом современных условий вы бы внедрили, если была такая возможность, сейчас здесь, в данный момент. Широкий доступ к институтам развития, бесплатный. Образование в СССР это было главным достижением социальным народа. Вообще революция проходила во многом под лозунгом, почему люди пошли к большевикам? Потому что большевики сказали, все должны учиться. Что такое модернизация? По большому счету, как Эммануил Валерстайн написал, модернизация это желание деревни переехать в город или стать городом. То есть стать образованными, Это советская власть обеспечила. Любой парень, девушка из глубинки, если он хотел поступить в МГУ, в МВТУ, там, в РУДН, в медицинский, мог получить такую возможность. Да. Социальная модернизация это было лучшее, что было в СССР. Еще высокий уровень патриотизма, любви к своей стране, который проявился во время войны. Но после, уже в 50-60-е годы ничего подобного не было. Я думаю, что уже афганская война была таким для моего поколения потрясением. Как не облизывай афганскую войну, как не говори, воины свой долг исполняли, интернационалисты. Да не долг, а приказ вы исполняли. Заставили вас идти убивать ни в чем не повинных афганцев.
какой тут долг? Кто туда звал? Ленин, понимаешь, признал короля Афганистана в 23 году, никакой революции не устраивали там ни Ленин, ни Сталин. И вот Брежневу надо было там устроить социализм. Для меня вот что было для нас потрясение вот в афганской войне? Я жил в стране, в которой было ощущение, что мой солдат советский, это человек, который борется с фашизмом и несправедливостью. Мы помогали вьетнамскому народу в борьбе с империализмом американским. Сильный не прав. Мы победили сильную Европу, нацистскую Германию, вьетнамцы победили американцев, кубинцы победили. И вдруг мы оказались в этой же ситуации, когда против нас весь народ. А моя страна, советская страна, которая вроде должна быть на стороне справедливости, оказалась в роли американцев, а афганцы в роли вьетнамцев, сопротивляющихся этому. И это нельзя было перебить. Это ощущение было несправедливой войны. И все разговоры, что мы помогали, строили школы. А что, для этого надо было афганцев убивать, что ли? 40-ю армию держать там? Да, я знаю командующего 40-й армии Виктора Федоровича Ермакова. Замечательный человек. Просто отец солдатам, понимаете? Настоящий вот выдающийся. И знаю многих у меня товарищей, которые воевали в Афганистане там, и так далее. Но армия не хотела этой войны. А теперь еще армию делают. А те, кто это организовал, вся эта партийная шелупонь, они ушли от ответственности, переложив ответственность на военных, по большому счету. Но не военные принимали решения о вводе туда. Армия просто подчинилась приказу и потом, как могла, исполняла свой долг. Партийные принимали решения. А где они все? Вот они сидят, хозяева страны. Поэтому второе, патриотизм, бы сказал я. Но это был патриотизм невыдуманный. Не Оренбурге, понимаете, с Симоновыми этот патриотизм выписывали. Люди ощущали страну своей. Советский Союз при всех его минусах был страной, в которой человек ощущал своей страной. Я рождался с детства, я не думал, как я, там буду лечиться. Меня приписывали к детской поликлинике, в которой меня курировала врач. Я проходил диспансеризацию в школе. Я не думал, сколько мне придется денег заплатить, чтобы поступить в хорошую школу. У нас вот по соседству, я учился в спецшколе на Соколе с немецким языком. И у нас учились в классе дети дворников, приехавших, понимаете? Да, кто и угодно. Дети и интеллигенция, все вместе. Все было открыто. В институт просто сдавай экзамены, пожалуйста. И вот ИСТФАК был конкурс 17, МГУ, 17 человек на место. Но поступить Просто мог любой. Даже более того, ребята из далекой провинции поступали практически без экзаменов. Да, были льготы. Был национальный набор, был региональный, был сельский набор. После армии без экзаменов, пожалуйста. Вот армию отслужил человек, приходишь, хочешь учиться на ИСТФАКе, экзамены не сдаешь, поступаешь. Или там, не помню, по-моему, не было экзаменов даже вообще. Или надо было сдать сочинение, не на двойку написать, что ли. Наверное, можно было справиться, да, если ты на ИСТФАК идешь. По-моему, даже без экзаменов. После рабфака то же самое можно было там. Это была страна, которую ты ощущал своей. А сейчас вот это мы не ощущаем своей. Хоть нам по мозгам каждый день полощет там, это наша родина. Нет, это не наша родина. Это ваша собственность, на которой вы нам позволяете тут еще находиться параллельно с вами. Да. Что тут наше? Тут все, я могу по Московской области, вот ты выходишь из машины, плюнешь на землю, здесь альфа-группа, здесь какая-нибудь еще группа, нашего ничего больше нету. Народу ничего не принадлежит. Мы тут просто обитаем. Мы для них социальная нагрузка, лишняя, непонятные мы для них люди. Сократить. Поэтому у нас каждый год демография сокращается в стране в целом. Практически миллион. Конечно, потому что, а что нам, зачем мы им нужны? Мы это просто какие-то скандалы, какие-то выборы, какие-то политические протесты, какая-то пенсия, какие-то что-то еще, понимаете. Почему они повысили пенсионный возраст? Потому что у них большая дыра в бюджете из-за сокращения населения, из-за того, что они проводят эти бессмысленные мероприятия, олимпиады, всякие чемпионаты мира, с которых нам с вами только, как говорится, венерические заболевания в стране. Сюда толпы приезжают, бездельников по Москве тут гуляли, понимаете, во время этого чемпионата мира. Что там хорошего? Кому это интересно? Кому это надо? Даже за сборную России у них кто бразильцы играют. Они разорили все. У меня была детская школа ЦСКА, я на Песчаной вырос, на Соколе. Я там шел, там детишки, я помню в детстве, я мечтал в футбол, меня, к сожалению, в плавание отдали, я ненавидел. Это плавание в этой хлорке по 10 километров, 12 плавал там.
Я так завидовал ребятам, которые там, и там много полей, и разных возрастов, там, с 6 лет до, значит, детишки играли. И советский футбол, я сейчас вспоминаю его, да он был на голову выше, чем современный вот это вот все. Да. Понимаете? Ничего этого нету, вообще ничего нету. Я играл потом в ручной мяч в 10 классе. У нас было 2 лиги в Москве, юношеские. Играла там команда посольства ГДР очень сильно была. Кунцево, Перово, ЦСКА, МАИ. Значит, там еще трудовые резервы. Еще была 2-я лига даже, более слабая. И, в общем, был очень большой чемпионат. Потом уже следующее поколение, вот я знаю, там было 4 команды. Сейчас, по-моему, вообще упразднили. Нет ничего. Все коммерциализировано. Это не наша страна. Они у нас ее отняли. Мы будем возвращать себе.